Пусть так и не находит простого ответа вопрос, как все могло зайти так далеко. Осколочно-фугасным. Либо, если что, складываем этот Пусть на линии фронта уже давно сдали нервы. Ты! Что забыли где, твари? Может быть, только при такой страшной цене войны за Восток худой мир может показаться допустимым финалом. Мы каждый день здесь привозим останки. Я не могу, это просто, я пропускаю это через себя. Я считаю, что договориться можно хоть с чертом лысым, лишь бы люди перестали гибнуть. Это говорит Геннадий Корбан, зам того самого днепропетровского губернатора Игоря Коломойского, которого еще весной называли главным спонсором кровавой бойни на самом Ближнем Востоке. Ваха, вперед, дом! Цивилизованное расставание или война на годы, которая ослабит государство, добьет экономику, сделает каждого украинца еще беднее. Провести референдум и окончательно решить, воевать любой ценой или все-таки отпустить Донбасс, предложил Виктор Балога, олигарх и депутат Закарпаття с самого запада Украины. Я думаю, что треба забирать свои территории назад. Мы только за мир, вот то, что было, и все. Нужно находить не военное, а политическое решение. Совпадение, которое трудно назвать случайным, внезапное появление на публике бывшего украинского премьера Николая Азарова. После бегства с Украины о нем целый год ничего не было слышно. Он в санкционных списках на Западе и разыскивается Интерполом. Пресс-конференция. Мирный план экс-премьера. Поверьте, у Германии, у России и у Соединенных Штатов достаточно рычагов, чтобы остановить эту войну. Он, конечно, не из тех политиков, кому сейчас в мире прислушиваются, да и предложение это уже давно у всех на устах. Эту кашу на Украине должны расхлебывать те, кто ее заварил. Как это было, он соглашается рассказать в эксклюзивном интервью центральному телевидению. По его версии, переломным для Украины стал, казалось бы, самый обычный день, 10 декабря 2013-го. На киевских улицах 10-градусный мороз. Уставший от митингов Майдан готов разойтись по домам. На улицах остается едва ли 1000 человек. Эпизод 10 декабря, когда МВД удалось полностью, так сказать, локализовать боевиков в пределах только Майдана. Окружение Януковича, тогда еще президента Украины, подталкивает его к решительным действиям. Но все решает один телефонный звонок. А в ночь ему позвонил Байден, вице-президент Соединенных Штатов, и достаточно жестко потребовал от него, чтобы сила не применялась. Азаров уверен, Виктор Янукович попросту испугался, а уже на следующий день в Киеве высадился настоящий десант во главе с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд. Вот она на Майдане раздает митингующим булочки и печенье. Да, я лично общался с помощником госсекретаря Викторией Нуланд, которая прилетела немедленно после того, как наша оппозиция, грубо говоря, в штаны наложила. Ей казалось, что все потеряно, потому что действительно уже Майдан был локализован. Он подозревает, что именно она убедила Януковича, что отставка правительства решит все проблемы и успокоит митингующих. Мне это Виктория Нуланд рассказывает, что для выхода из кризиса нужно создать правительство национального согласия, национального единства, то во что она вмешивается? Какое ее дело и какое дело Соединенных Штатов до того, какое правительство будет работать? Но вместо обещанного умиротворения – отставка. Сегодня я принял для себя очень трудное решение подать в отставку с поста премьер-министра. Уступки только подлили масло в огонь протеста, который совсем скоро превратился в настоящий пожар братоубийственной войны. И теперь, кажется, даже самые горячие головы в Киеве понимают, блицкриг на юго-востоке провалился. Для войны до победного конца нет никаких сил, да и желание у многих куда-то пропало. План был хорош. 4 наших танка выходят на позиции и, активно маневрируя, выманивают танки сепаратистов под удар. Потом БМП подходят вплотную и высаживают десант. Кажется, неудобная правда о провале попытки отбить Донецкий аэропорт должна быть засекречена, спрятана в архивах Минобороны. Но свидетель неудачи спецоперации, советник президента Порошенко Юрий Бирюков, вдруг рассекретил подробности через социальные сети. На инструктаж приехало 3 танка, 1 отказался. На позиции 2 танка, еще 1 отказался. А выехав на позиции, они не стали маневрировать, а забившись в лесополосу, попытались куда-то пострелять. Он никого не обвиняет в предательстве, просто публикует, чтобы не было иллюзий о состоянии вооруженных сил Украины. Потом водители БМП сказали, что у них из 4 машин ездят только 2, а поскольку танки не выманили сепаратистов, то и ехать нет смысла. Неудивительно, что Петр Порошенко с сентября просит Запад о поставках вооружения, но пока лишь
сплошь отказы. Железная нет из Германии, Италии, Франции, Чехии, и еще Норвегии, Словакии, Канады, и даже американцы колеблются. Президент рассматривает все варианты, в том числе очевидная и возможность предоставления оборонительной помощи Украине. И эти дискуссии продолжаются. Неужели в отсутствии боеприпасов украинским властям только и остается, что закручивать гайки? Взял куртку теплую, штаны теплые, трусы, носки, да и все, больше ничего я не брал. Новость о том, что Рада разрешила применять оружие против дезертиров, стала для Николая из Львова последней каплей. Проигнорировав повестки, он собрал рюкзак, с чемоданом могут снять с поезда, и отправился искать мира за пределами рідної Украины, в Словакии. Это на самом деле не трусость. Какая тут трусость? Никакой трусости. Из родного Львова Николай уезжает куда западнее, в Словакию, бежит сломя голову прочь от передовой и все равно называет себя патриотом. Просто так получилось, что на его памяти политики уже несколько раз всерьез анонсировали мирные планы, а ему каждый раз приходилось мотаться по съемным квартирам, скрываясь от сотрудников военкомата.